Учителей осетинского языка и литературы поздравил и Борис Джанаев. Премьер вручил им благодарственные письма, выразил слова искренней признательности педагогам, отметив, они вносят неоценимый вклад в сохранение и развитие осетинской культуры. Награды вручили учителю осетинского языка и литературы первой гизельской школы Ларисе Башировой, методисту управления образования Иравского района Алану Бесолову, учителю осетинского языка и литературы третьей школы в Ордоне Хадизат Габараевой, методисту управления образования Лагерского района Рите Дзукоевой, учителю осетинского языка и литературы второй Бесланской школы Фатиме Тавидовой. Перед присутствующими выступил мужской хор национальной песни под руководством Ольги Джанаевой, ансамбль осетинской народной песни «Уаса Монго». А дети из Донбасса прочитали стихи на осетинском языке. Спасибо вам за преданность, патриотизм, за неравнодушие к воспитанникам, которые учите ценить свои корни и свою культуру. А наша самая главная задача руководства республики – создавать комфортные условия для процесса обучения. И поэтому эти вопросы решаются. Принципиальный вопрос увеличения заработной платы педагогов. Главой республики Сергеем Ивановичем Миняевым поставлена соответствующая задача. По его поручению в текущем году на эти цели выделено почти 330 миллионов рублей. И такая динамика будет продолжаться. Я хочу сказать, что в последние годы уделяется большое внимание национальному компоненту в школах, в детских садах, я знаю это, ну и в системе образования в целом. Это очень важно для повышения культуры, знания языка в целом. И у меня есть такое пожелание, чтобы дома родители больше общались с детьми на осетинском языке, потому что для нас, для нашей работы в школе это очень важно.